Сегодня прежде всего хотелось бы поговорить о Резване Ибрагимове и о его творчестве. Прежде всего, давайте вот все по порядку скажем о человеке, которого наблюдаем, знаем. Человек имеет ученую степень, широко образован, просвещенный человек, думающий, мыслящий человек, с обостренным чувством долга и справедливости, глубоко верующий человек. И, я бы сказал, даже с нестандартным мышлением, очень интересным нестандартным мышлением. Такие люди, как правило, очень редки и сами по себе очень интересны. Зачастую вот таким людям удается увидеть что-то сходу, к чему многие идут годами. Это действительно так. Поэтому эти люди очень интересны сами по себе. И что они такие есть в нашем обществе, это уже плюс. Не очень хочется, конечно, говорить о той полукомедийной, полутрагичной ситуации, которая разворачивалась вокруг него, связанная с его творчеством. Это на самом деле не красит наше общество. И такие прецеденты вообще быть не должно на самом деле. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение, писать, если, конечно же, это все его написание или высказывание не призывает к межнациональной или религиозной нетерпимости, к насилию, не насаждает, не навязывает, не пропагандирует настойчиво именно свое всему остальному миру. Мы как в жизни, в быту, так и в его книгах всего этого не наблюдаем. Абсолютно нет. И очень печально, что вот такие вещи заказного характера или же в силу того, что каких-то отдельных провокационных действий некомпетентных людей может случиться с любым, это не очень хорошо для нашего народа, для общества, какими-то мнимыми свидетелями, которые по большому счету не знают, с какой стороны открывать книгу, не говоря уже являться экспертом его содержания. Так что это такая предыстория. Резван Ибрагимов достойный сын своего народа, глубоко верующий человек, мужественный человек. И думаю, что общество в целом с моим мнением и высказыванием согласно. И к тому же все свои изыскания делает не за счет бюджетных ассигнований или еще что-то, а за свой счет. Это безвозмездно, вкладывая это во имя исполнения долга перед Богом, перед своим народом, перед своей совестью. Так мне представляется. Вот так я даю характеристику этому человеку, хотя он в ней и не нуждается совершенно. Но я тоже со своей стороны имею свою гражданскую позицию, и мне хотелось бы это высказать самостоятельно, что я и делаю. Теперь давайте порассуждаем над тем, каковы его книги. Там во время этого собрания многие представители нашего ученого мира очень вели себя не то, что некрасиво, но как-то неадекватно, как-то
Один пытался перещеголять другого, антинаучности его трудов. Зачастую выдвигались очень глупые обвинения, что книга не так оформлена, что там должно... Нет, книга в монографическом издании может быть оформлена как угодно автору. Такие требования там теоретической, практической значимой, это научная значимость. Это требование относится только к диссертациям кандидатской и докторской при их оформлении. А обычной монографии эти требования не относятся. И он имеет право назвать свою книгу какой угодно, ученая или научное или издание, или еще какое-то. Это его личное авторское право. Вот. Это прежде всего. Были и другие высказывания там, и так далее, но они тоже как бы предвзяты, совершенно предвзяты. А наука как бы бывает разной. Он не чей-то там подчиненный и не сотрудник там института или академии наук, который работает по определенным требованиям. Он свободный ученый, свободный человек. И оформляет и пишет так, как ему это видится, соответственно, своим воззрением, своим умозаключением и в той эффективной методике, которая ему кажется наиболее приемлемой для него самого. Это его право, прежде всего. И, кстати, он находит и сторонников, и читателей. И это хорошо. Это хорошо. Значит, интересны его книги, интересно он пишет, делает такие цепочки умозаключений, которые людям интересны. Методики ведь тоже бывают разные. Поймите правильно. Нет совершенных методик. Нету. Они вечно совершенствуются. Некоторые даже выбрасываются, дорабатываются, разрабатываются новые. У человека может быть своя методика, как ему кажется. И он предлагает ее читателю. Не навязывает, не насаждает. Кстати, его творчество научное, оно имеет право называться научным, а придумано даже не им самим. Вот взгляды на исторические процессы и развитие человеческого цивилизационного прогресса, принятое в официальной науке как от нуля до непрерывного развития, оспаривалось многими мыслителями аж с античных эпох, Средневековья, и окончательно сформировались в конце XIX века как самостоятельная теория исторического циклизма. Резван Ибрагимов, как мне кажется, действует вот в рамках теории исторического циклизма. Они бывают самые разные, между прочим. Политического строя, государства, цивилизации и так далее. Они укладываются как раз в эту теорию. Все несовершенно. Эта теория исторического циклизма, она окончательно сформировалась в XIX веке, и работал над этим немецкий историк Мейер, насколько я помню, согласно которому древний мир, тот древний мир, имел свои периоды древности, средневековья, и капитализма, и госсоциализма, и так далее. Это теория, а вообще-то в научном мире принято как имеющее право на существование.
Если хотите, называйте его альтернативной историей и так далее, и так далее. Ведь в современной науке тоже не все в порядке. А многие научные направления, да и сама наука в свое время считалась ересью. За это вешали, сжигали, преследовали, называли колдунами. А теперь она наука, принятая обществом и миром, узаконена. Та же компаративистика, лингвистическая компаративистика, лет 60, 70, 80, даже меньше назад, считалась большой наукой, лженаукой. И лишь потом смирили, что это очень эффективная, очень продуманная, скажем так, очень хитрая методика сравнительно-исторического исследования языков. Понимаете, любое новое начинание, новые идеи, они бывают прежде всего сырыми, да? Не сформировавшимися. Но от этого не значит, что они не имеют права на существование. Некоторые из них складываются очень быстро, а для некоторых уходит даже столетия или несколько поколений, чтобы становление и созревание. Вот. Поэтому лично мне интересно, как он мыслит, как он смотрит на вещи, и очень многим это интересно. Не должно быть все шаблонно, понимаете? Шаблона не должно быть. Ведь современная наука, по сути дела, с религиозной точки зрения, она еретическая, извините меня. Давайте зададимся и таким вопросом. Она просто игнорирует существование Бога, она не рассматривает священные религиозные тексты как некий исторический научный документ, на который можно ссылаться. Официальная наука, например, археолог может сказать: покажите мне скелет ангела, чтобы я поверил в существование ангелов. Можете себе представить? Есть вещи, к которому приходят путем логических рассуждений, и не всегда их видно. Объять невозможно необъятное. Космическое пространство, кто его видел, но все еще его считают бесконечным, а кто вот немножко продвинулся туда бесконечно, чтобы понять, что это так, понимаете? Все это очень сложные вопросы. Официальная наука, которая сегодня ставит в своей основе развития человечества, это эволюционная цепочка от простого к сложному, развития каких-то клеток и так далее. Уже многими учеными давно уже отрицается. Потому что, да, эволюционировать могут клетки даже живые, но откуда взялся разум? Как эволюционирует разум? Кто-то его видел, ощупал? Это невозможно. Понимаете? Это некая прививка божественная. Прививка. Бог и сам говорит, что разум – это самое совершенное его творение. Поэтому мне очень странно, когда вот инициаторами его гонений были именно духовные лица. А он ведь всю свою теорию выстраивает, опираясь на священное писание, прежде всего на Коран. Понимаете, и пригласить туда официальную науку, по сути дела еретическую, чтобы они изобличали верующего человека, опирающегося прежде всего на священные тексты. Коран ведь это что? Кроме всего прочего, что это Божье откровение. Это, по сути дела, самый достоверный источник информации всех времен и народов. На земле появилось достаточно глины.
Это ведь так. И Бог сам говорит, что Он позаботится, чтобы его никто не исказил. Поэтому странные вещи происходят, которые не должны происходить. И поэтому, чтобы такие вещи не происходили, зачастую не выглядели так глупо и некрасиво, надо идти все-таки законным путем. Если человек что-то не так делает, вот обратите внимание, но не надо человека оскорблять, как бы обливать еще чем-то. Это неправильно, и уж тем более по команде там как бы скопом набрасываться. Тем более, что эти набрасывающиеся сами вообще не так далеко ушли куда-то. Вот. Ну, не будем называть их именами, это просто некрасиво было, некрасиво, очень некрасиво. Жуткое произвело на меня впечатление, честное слово. Так вот, Резван Ибрагимов свой исторический циклизм рассматривает, а именно в этой теории, как мне кажется, действия, а там могут быть вариации, дополнения там, и так далее. Это тоже очень непростая теория сама по себе. Действует, но в целом действует вот в рамках теории исторического циклизма. Вот. Ею увлекались, и на этом стояли очень многие деятели, которые до сих пор считаются мыслителями, очень серьезными людьми, которых до сих пор почитают. Вот. Так вот, если взять за развилку последовательно, непрерывное человеческое развитие или прогресс человеческий, да, который противопоставляется циклизму, что это такое? Прежде всего, это технический прогресс человеческого развития. И в этом отношении человеческий прогресс или непрерывно последовательное развитие человечества в его техногенном виде, это ближе как раз таки к официальной науке, на котором она и стоит. А с религиозной точки зрения, циклизм, видимо, исторический циклизм, ближе к религиозным людям с религиозными воззрениями. Что я хочу сказать? Наблюдается вот от сотворения, как говорится, первого человека и первого пророка Адама, мир ему, все ниспосылаемое новых божественных откровений и пророков. Именно, как мне кажется, в этом направлении движется Резван Ибрагимов. Общеизвестно, монотеизм в своем изначальном откровении и сотворении Всевышним деградирует, переходит в язычество, то есть от духовной, нравственно-моральной, божественной, религиозной чистоты, рассвета, если хотите, человеческой цивилизации или цикла, к упадку, деградации и отход от монотеизма, от Бога, развращение общества, потери морали, нравственности. И опять снова по тому же циклу снизпосылание нового откровения и нового пророка. Нового пророка, но не нового откровения, как бы из одного источника. Для того, чтобы духовно, нравственное, моральное, религиозное, божественное возрождение человечества. И оно движется снова по тому же самому циклу. То есть с этой точки зрения Резван Ибрагимов и его труды совершенно вписываются и в религиозные доктрины. Я думаю, что те религиозные духовные деятели не очень понимали вот такому циклизму Резван Ибрагимов пытается и в таком циклизме найти место
нахскому этносу, расцвета и падения пророческих миссий, расцвета и падения божественного, чистого, нравственного, морального, идущего по спирали. И это нормально. Все ищут корни своих народов. Во все времена народы, люди ищут свои корни, свое историческое прошлое, пытаются увязать свое сегодняшнее, будущее со вчерашним, пытаются найти ответы на сегодняшние вызовы в прошлом, дорожат своим прошлым, предками. Это интересно само по себе. Нет ни одного народа, который не любит свой, ни одного человека, который не любит свой народ, не пытается найти ему достойное место под солнцем. Это ведь прежде всего поиски своих корней, прошлого. Это ведь опять-таки и найти право, обосновать право своего народа под солнцем. Это претензии, если хотите, на место под солнцем. И сегодняшний, и завтрашний день для будущих поколений. Вот любая цивилизация, будто исламская, прежние цивилизации, китайская, западная цивилизация, они ведь тоже пропагандируют, дорожат своими ценностями, демократия, там, и свои ценности, и даже предлагают ее как уникальную формулу для всего мира. Почему мы не должны дорожить своими ценностями, своей культурой? Там есть очень много прекрасного. И древняя культура, очень древняя. Последние данные это показывают. Нам есть что предложить и себе, и людям. А уже забыть, бросить и бежать, хватать, как будто у нас ничего нету, чужое, уже тем более не место. Вы посмотрите, пройдитесь по любому книжному магазину в Москве или еще где-то. Все полки заставлены такими названиями, там, Богом избранные, святые, святая, там, Русь, там, прочее, прочее, и так далее. Просто не хватает фантазии, чтобы передать все эти названия. Людям же никто не мешает это писать. Людям же никто не мешает это читать. У Резвана Ибрагимова, наверное, тоже есть своя методика, которая ему кажется как тоже эффективная. Наверное, человек много лет, когда занимается этими вещами, долго думает о судьбе своего народа, о восстановлении исторической справедливости. В конце концов, он пытается найти в этом циклизме место чеченского народа, нахского этноса, и встроить ее в эти исторические циклизмы, историю человечества. Все пытаются найти свое место под солнцем. Прошлое ведь это не реконструкт, поймите правильно. Современные лингвисты, компаративисты приходят к выводу, что существовал некий протоязык, значит и протонарод существовал, который, наверное, все-таки восходит к одному человеку, праотцу и праматери. И что в этом плохого, если человек пытается максимально заглянуть в глубину? Многие вещи у него оригинальные, мысли его собственные, умозаключения его собственные. Это думающий человек, размышляющий человек. Он не крадет чужие идеи, а уж тем более чужие материалы, книги, написания. Мне вспоминается Марк Шагал, когда он начал писать свои картины, каких-то расплывчатые фигуры животных и прочее. Все смеялись над ним. А сегодня это уже признанное направление он открыл в искусстве. Понимаете? Что нам откроет Резван Ибрагимов на своем творческом пути, ведомо только Всевышнему.
Не надо ему мешать только. Наверное, есть какие-то недостатки методологические, наверное, есть какие-то, потому что он ведет комплексное исследование. Лучше было бы специалистам давать полезные консультации, помогать, разговаривать с ним, советоваться. Он ведь переживает, в конце концов, о нашем общем доме, о нашей общей судьбе. Не так много людей, на самом деле, которые трудятся на этом поприще безвозмездно. Преобладающее большинство нашего ученого мира делает это только при бюджетном ассигновании или же при спонсорских подачках. Это тоже надо понимать, что у этого человека мораль и ответственность, чувство долга гораздо выше, чем у многих. Я еще раз повторяюсь, он находит своих читателей, своих сторонников. Это не случайно. В обществе существует потребность, значит, такого рода исследования. А государство не осуществляет социального заказа на такие исследования. Вот он и такие люди, как он, восполняют вот эту брешь, заполняют своими исследованиями потребности общества. Его умозаключения и логические цепочки, его своеобразная методика, которым он руководствуется, сами по себе очень интересны и неожиданны. Знаете, можно бесконечно говорить. Ведь в исламском мире существовали свои исследователи и мыслители именно исторического, в рамках исторического циклизма. И он не первый ведь. Такой мыслитель и ученый арабский Ибн Халдун писал свои трактаты в рамках цивилизационного циклизма. Поймите правильно, у него есть предшественники, и после него будут этим заниматься. Этот процесс не остановить. Этим занимаются люди думающие, глубоко думающие, задумывающиеся о судьбе своего народа, об исторических процессах, которые мыслят не шаблонно. Не шаблонно. Можно бесконечно говорить о преимуществах этого направления. Но ясно одно, и это должны понимать все, что это имеет право на существование. И никто не имеет права это запрещать. Вот что я хотел бы, если коротко, а я мог бы очень долго говорить, и в научном аспекте, и в других аспектах о нем и о его творчестве. Надеюсь, как-нибудь будет еще время об этом поговорить. Всех благ.